Здравствуйте, дорогие друзья, наши помощники. У нас СОС, срочный вылет. Нам с огромным трудом удалось найти два места, два драгоценных места на вылет в Москву. Но нашим спасенышам лететь не на что. У нас срочный сбор на дорогу. На вылет у нас готовятся два хвостика. Лабрадор Майра и самоед Леди. В одном из предыдущих роликов мы уже вам рассказывали о молодой девочке-лабрадорше, которая каким-то образом попала в вольер. Почему у нее не было кожи на всей лапе, мы не знаем. Но мы точно знали, что оставить ее там нельзя, она просто не выживет. Возможно, когда-то она была домашней, ведь не могут же породистые собаки родиться на улице и так долго жить там. Молодая совсем собачка, по характеру типичная лабруша. Майру нам долго пришлось лечить в Якутске, потому что это в десятки раз бюджетнее, чем в Москве. Лапка хорошо восстановилась. Остался совсем небольшой участок, который пока не зажил. Такие скальпированные раны заживают очень долго, месяцами. Майру уже можно и даже нужно отправлять на большую землю, чтобы искать ей дом. Друзья, помогите нашей девочке вылететь в Москву в лучшую жизнь. А еще к вылету у нас готовится новенькая девочка Леди, самоед. К сожалению, бывает так, что живешь в любви, в заботе, и вдруг раз, и все меняется. Леди была домашней, жила в семье с маленького щенка. Всегда красивая, ухоженная. Ее любили, водили к грумеру и даже танцевать научили. Что произошло? Ее жизнь в момент изменилась. И оказалось, это ухоженная домашняя девочка с дивана на дворе в холодном сарае. Мы очень надеялись, что найдутся желающие стать для нее новой семьей. Но, к сожалению, кроме нас, никто не откликнулся. Поэтому нам пришлось забрать ее, несмотря на то, что мы уже взвалили на себя ответственность за столько собачьих судеб. Нам не хватает уже ни рук, ни сил, ни времени, ни средств. Но когда прозвучало «Вы спрашивали про собаку, забирайте», конечно, мы не стали медлить, поехали и забрали. Как она была счастлива, оказавшись в машине. Залезла на ручки. Всю дорогу лизала и что-то шептала на своем языке. Иногда тихо вздыхала. Когда ее привезли домой, пусть хоть и временной, она тут же показала все, что умеет делать. И первое время с опаской выходила гулять, боясь, что обратно ее не пустят. Леди очень нужна помощь. Она не потеряла веру в людей. Она готова идти дальше рядом с человеком. Давайте поможем и поддержим ее. А еще у нас новенькая. Опять срочное спасение. Эта несчастная спаниелька не один день бегала по улицам Якутска. А информация по ней гуляла по разным чатам. Вроде все ее видели. И не один день. Но когда за ней поехали, то на месте не нашли. Девочки поехали искать ее дальше. Нашли ее в сугробе, уже полузамерзшей. Утром она могла бы просто не проснуться. Буквально тут же объявился вроде как хозяин. Мы все выдохнули, обрадовались, что ребенок поедет домой. Но этот хозяин тут же просто куда-то делся и так и не забрал ее. Сейчас она на передержке в Якутске. Ей требуется обследование. Она очень худенькая и вся промерзшая. Друзья, нам очень нужны финкураторы для этой девочки. Кто готов помогать, кто готов спасать, идти до победного конца? Пишите в WhatsApp, пишите в комментариях. Мы с удовольствием вас добавим в чат помощи. Дорогие наши помощники, от вас зависит судьба этих хвостиков. Мы очень вас просим помочь им обрести новые семьи и стать любимыми членами семьи.